Получилось, что я был с ней, и я ее за ручку туда заводил. Так что моя вина, извините меня, пожалуйста. Простите меня, люди добрые. Я предпочел бы, чтобы она уехала, например, в Габон или в Намибию. Светлана должна поехать в Габон? Сергей, я вот посмотрела твое видео вчера, и я, как доверенное лицо Тихановской, как женщина-мать, я хочу спросить, почему ее посылают, не буду запикивать. Ну, это надо спросить у командира добровольческого корпуса, прежде всего, почему он ее послал нахуй. Я догадываюсь, почему. Я догадываюсь, почему, например, доброволец Лахвич предложил переименовать офис в хуй-офис. Я догадываюсь, почему, когда мы заходим в чат добровольцев, например, есть большие чаты довольно, где большинство участников — это добровольцы, и если кто-то там напишет что-то хорошее про Тихановскую, или про Лебедько, или про остальных, кто там у них, Кучинский и прочее, то может огрести уже и он, и тоже пойдет по определенному адресу. Это нужно конкретно у них спрашивать. Но я думаю, причины примерно такие же, как и в остальных случаях. Хорошо. Мы с ней когда-то встретились в Белорусском доме на праздновании Нового года. Я там была с внучкой, она была с детьми. И вот она у меня спросила, как у доверенного лица: Вероника, за что меня люди так ненавидят? Почему меня так любили, так уважали? Что ты смеешься? Это серьезно все было. А сейчас вот меня так ненавидят. Это был, кстати, декабрь 2021 года. Знаешь, что мне это напомнило? Нет. Лукашенко на НТВ. А вы знаете, что вас в Беларуси не любят? Нет, они меня все любят, они называют меня батькой, и слезы по щекам. Не, вообще-то я ей тогда сказала, что Света так всегда, от большой любви до большой ненависти один шаг, особенно когда люди возлагали какие-то надежды, а здесь вдруг вместо надежд они получили, вот куда ты их сейчас послал, или добровольцы. В принципе, по большому счету, нас это еще в 2020 году всех послали туда. Кто пошел, кто не пошел, а кто сел. А кто сел? Да. Кто-то остался и сел, но кто-то пошел. Я ей сказала, что, Светлана, вы понимаете, что вот эта ситуация, скорее всего, надолго. Что первая эмиграция, например, они ждали вот-вот-вот-вот, а в итоге через 70 лет Советский Союз развалился. И она мне тогда сказала: Вероника, у нас есть инсайды, что через 2-3 месяца чиновники Лукашенко перейдут на сторону белорусов, будет раскол элит, и мы вернемся летом домой. И я у нее спросила, говорю: Светлана, вы вот серьезно, вы вот верите в то, что говорите? Она говорит: да, у нас есть инсайды офиса. Инсайды. Хочу напомнить, что это было 19 декабря, а 24 началась война в Украине. Но инсайды потом куда-то исчезли. Инсайды, да. Знаешь, вот когда я смотрю на то, что творят в этом офисе, мне просто не приходит в голову, что люди могут быть настолько тупыми. Не могут они быть настолько тупыми. Тут что-то другое. Что-то явно другое. Мы с тобой уже ушли. Я все равно настаиваю, как женщина-мать и как доверенное лицо. И доверенное лицо. Я в какой-то степени отец Светланы Георгиевны. Да, ты отец русской демократии, белорусской псевдодемократии. То есть ты отец Я отец белорусской офиса... псевдодемократии. Да. Кайся прямо на камеру. Каюсь, моя максима кульпа. Дело в том, что Светлана Тихановская пришла в политику. Каким образом? Она выполняла стратегию, которую изначально разработали Николай Статкевич, Санников и другие люди. Эта стратегия была разработана в 2015 году. Об этом ты, наверное, можешь больше рассказать. Да, жены за мужей. Да, жены за мужей, когда вместо Санникова должна была быть Халип, правильно? Да. И так далее. Ирина Халип. Да, и так далее, не будем подробностей. И эта стратегия была использована в 2020 году. Так получилось, что Сергея Тихановского не зарегистрировали, но мы решили использовать эту тему жены за мужей и выдвинули Тихановскую. И в тот момент, когда нужно было подавать документы, так получилось, что я был с ней, и я ее за ручку туда заводил. Так что моя вина, извините меня, пожалуйста. Простите меня, люди добрые. Кайся. Каюсь. Ты за это расплатился, в отличие от них. 5 лет я за это. Да, ты 5 лет за это отсидел, в отличие от них.
Ну, когда-то нам сказали, буйных посадят, революции делают романтики, а к власти приходят подонки. Ну, по-разному бывает. Но очень хорошо сказал Андрей Войнич, мой товарищ из Европейской Беларуси. Он сказал, или мы выигрываем, или мы надолго сядем. Ну, получился второй вариант. Они-то тоже надолго сели и надеются, что на очень долго. Да, Ну, в корона, смысле, за границей. шапка Мономаха, она очень тяжелая, но очень Да, сладкая. Да, да. Хочется ее постоянно облизывать, говорить «моя прелесть». Что тогда делать? Что делать? Перестройка и гласность. Это единственное, что мы можем сейчас сделать. Мы можем говорить о тех проблемах, которые есть у нас здесь. Хорошо, мы-то будем говорить, но Будут ли они нас слышать? то, что они нас не будут слушать, им это не интересно. Так же, как Лукашенко. Ты можешь говорить все, что угодно. Мгм. Ну. Я про другое. Сейчас то, что сказали добровольцы. То есть добровольцы – это глаз народа. Ну, не всего народа, но это очень важная часть. Срез. Очень важная часть. Это специфическая группа, но к ней нужно прислушиваться. Эта группа как бы имеет право Имеет четко право. выражать свое Да. мнение. Почему? Потому что они ежедневно рискуют своей жизнью. Тем более, что сейчас Тихановская пытается приписаться, примазаться к этой группе. Ну хорошо, я как женщина-мать и как доверенное лицо Тихановской хочу сказать, это добровольцы. Ну да, они имеют на это право, они ежедневно рискуют жизнью, все. Но ведь кроме добровольцев есть белорусы-котики. Котики. Белорусы-котики. Ну, Что белорусам им? котикам нравится скорее Маша, чем Светлана. Скорее, Маша. Да. Так все-таки ты думаешь, что Тихановской придется корону, шапку Мономаха отдать Маше? И это будет лучше для белорусов? Я не думаю, что это будет так уж сильно лучше. Я думаю, вообще это не имеет особого значения. Вот, мы должны сделать так, чтобы они перестали нам мешать, а пусть обе ходят в коронах, это не принципиально. Ну, Маша все-таки политзаключенная, мне ее как-то намного сложнее ругать, чем Светлану, поэтому я как-то поаккуратнее тут буду. Вот. А к Светлане у меня нет никаких теплых чувств, я могу делать, что хочу. Хорошо, я как женщина-мать и как доверенное лицо Светланы Тихановской, я хочу сказать, это добровольцы, а ты их поддерживаешь, да? И белорусов призываешь послать. Я как мужчина, отец Тихановской, говорю, что да, нужно обязательно это мое детище поскорее все-таки туда послать, и чтобы оно туда наконец пошло. И желательно, чтобы оно пошло не в Польшу, потому что в Польше очень много белорусов, есть много организаций хороших, которые там работают, Европейская Беларусь, например, чтобы она там не мешала, потому что тут от офиса было слишком много-много проблем у тех людей, которые реально что-то делают. И я предпочел бы, чтобы она уехала, например, в Габон или в Намибию. Вот. Это очень хорошие страны, там хороший климат. Там замечательные, добродушные люди. Но там мало белорусов, и поэтому она не будет нам мешать. Пусть мешает неграм. А почему ты к мужу ее не посылаешь в Калифорнию? В Калифорнии много белорусов. Если там начнутся интриги, Но там скандалы, злые интриги. белорусы, они могут бить. Может быть, потому что я слышал, что американские бизнесмены белорусские. Да, они самые злые и самые настроенные. Если ты скажешь, что ты из белорусской оппозиции, то разговор очень быстро закончится. Потому что у них есть опыт 20-21 года, и они больше не хотят касаться этого даже самой длинной палкой. Я тебе больше скажу. Там как раз большинство бизнесменов, которые уже действительно стоят на ногах из белорусской диаспоры, это первая иммиграция 2006-2010 политическая, которая там остались. То есть они смотрят на это все происходящее по-другому. У них больше опыта. У них больше опыта, Да. у них есть политический опыт, и они не котики. Очень многие вот эти вот котики, которые пришли в 2020 году, у них нет никакой политической перспективы. Я имею в виду перспективы зрения. Вот. Они не представляют вообще, что такое политика. Они внезапно увидели Светлану и пошли за Светланой. Так же, как в 1994 году, такие же люди пошли за Лукашенко, потому что он красивый. И молодой. И молодой, да. Вот точно такие же люди, к сожалению. Они могут быть умные, могут быть замечательные люди, очень добрые и тому подобное. Но их вот так вот грязно обманули, потому что в Беларуси нет политической культуры. В этом нет ничего удивительного. Не было у нас демократии практически только 4 года. Люди не успели научиться демократии. Поэтому показали красивого мальчика или красивую девочку, вот они и пошли стадом. Это очень грустно, конечно. Было. Ну что ж, Светлана должна поехать в Габон. В Габон. Замечательная страна. Замечательно, обожаю. По-моему, там говорят по-французски, да? Не знаю. По-моему, по-французски. Французский прекрасный язык. Меня просто туда еще никто не посылал.